Спасибо, Сима. Добрый вечер всем. Тема действительно актуальная, тема очень важная. Вопрос, который мы обсуждаем, коснется каждого гражданина. Позицию по данному вопросу лично я, будучи министром экономики, и до этого не менял и не меняю очень много-много лет. Почему? Потому что тот проект закона, который сегодня предлагается, это не что иное, как обход запрета на приобретение жилья иностранными гражданами, который стоит у нас в Абхазии. Проект закона несет в себе очень большие угрозы для нашего народа. Здесь Джансух Эдуардович в своем выступлении длинном сказал, мне кажется, ключевые вещи, главные вещи. Он сказал, что этот проект будет реализован крупными игроками извне. То есть этот проект реализуется для крупных игроков извне, для крупного капитала, для олигархата. Нашего народа в этой модели нет. То, что там идет речь о том, что 12 тысяч рабочих мест будет создано, 12 тысяч горничных нам предлагают, или что эти за 12 тысяч мест. Потом, я не знаю ни одну строительную компанию в Абхазии, которая имеет необходимый финансовый капитал или возможности включиться в активную фазу строительства. То есть строить тоже, как вот здесь Джансух Эдуардович об этом сказал, будут иностранные компании. Более того, что произойдет? Как президент не так давно сказал, что 540 тысяч человек до войны жили, и они здесь не толкались. Ну, видимо, он не толкался, но здесь абхазский народ очень много лет толкался. И все это привело к войне. Мы переживаем, Сима, за что? За то, что абхазский народ окажется на своей собственной земле на втором или третьем плане. Как это произойдет? Когда вы спросили Джансуха Эдуардовича о том, что могут ли наши граждане купить, конечно, могут. Ну, по закону. Могут ли они это сделать в финансовом плане? Не могут, потому что уровень жизни, уровень ВВП на душу населения как минимум в 6 или в 7 раз ниже, чем в Российской Федерации. Как только начнется массовое строительство апартаментов, и, кстати, вот слово апартаменты идет подмена понятия. Когда мы говорим апарт-отель, сегодня в Абхазии уже существует масса апарт-отелей. Что такое апарт-отель, Сима? Я не потому, что вы не знаете, я хочу для наших телезрителей это сказать. Апарт-отель – это тот же самый отель, просто в этом отеле есть кухня, есть некие дополнительные бытовые условия, которые предоставляются за деньги. Турист приезжает, платит деньги, и он может снять этот апартамент там, на месяц, на полгода, сколько там, он может себе позволить. Апартаменты, что предлагает вот здесь наша власть, это уже немножко другое. Это возможность иностранного гражданина приобрести в Абхазии недвижимое имущество. Он становится собственником недвижимого имущества, которое он может использовать фактически для жилья. Что там есть ограничения по поводу прописки и так далее. Прописка на самом деле это выдумка еще советского периода. Это необходимо было для того, чтобы письма посылать. Она ничего эта прописка не решает. Он собственник. Он является собственником. И когда у нас с вами здесь, в Абхазии, 30 тысяч вы сказали, я сомневаюсь, потому что Аслан Георгиевич замахивается на 540 тысяч, плюс 300 тысяч человек он хочет привести, как мы уже поняли. Когда у нас в Абхазии появится собственников, Сима, 300 тысяч человек в Абхазии, демографический баланс будет нарушен. Более того, абхазский народ на своей собственной земле окажется неконкурентоспособным. Есть очень хороший пример Сочи. Это рядом. Каждый гражданин Абхазии 1 или 2 раза бывал там. И здесь Джансух Эдуардович совершенно верно сказал. Сочи как курорт очень хорошо развивается. И идет хорошая динамика. Там строятся апартаменты, там строится много отелей, жилья и так далее. Но местное население, которое жило в Сочи до 2014 года, до Олимпиады, и население, которое живет там сегодня, это совершенно разные люди. Если до 2014 года вы могли приехать в Сочи, выйти там на набережную или куда-то, вы видели в основном там в ресторанах, кафе местных людей. Теперь москвичи, хотите сказать, там находятся? Сегодня мы с вами можем вот прямо сейчас поехать в город Сочи, зайти в любой ресторан и вот громко крикнуть. Есть ли здесь люди, которые родились или живут в Сочи? Уверяю вас, там ни одного человека вы не встретите.
Ничего в этом плохого для России нет. Почему? Потому что город Сочи – это с одного города… Это внутренняя миграция. Внутренняя миграция. У нас, куда нам, Сима, с вами деваться, скажите, пожалуйста. У нас нет другой родины, у нас нет другой земли. Мы что должны… Дайте, пожалуйста. Да, договорите. Хотела уточняющий просто вопрос. Да, я долго слушал Джансуха Эдуардовича, интересный рассказ. Наша задача какая? И что мы делали, работая и в правительстве, наверное, не очень эффективно, ну, раз таких ощутимых результатов нет. Но мы, тем не менее, попытки эти делали. Мы приняли программу бесплатного обучения наших граждан предпринимательской деятельности. Мы принимали программы субсидирования процентных ставок. Выбивали из Российской Федерации с помощью там, решений российского руководства и так далее программы кредитования в Абхазии. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы наш гражданин, вот во времена блокады, когда мы были изолированы экономически, когда наши граждане, наш и предпринимательский наш потенциал был нарушен, экономические связи были нарушены, уровень развития предпринимательского сообщества в том числе в Абхазии гораздо ниже, чем в Российской Федерации. Это ярко показывает пример Панова и нашего героя Абхазии Ромы Герия, где человек просто взял и обвел его вокруг пальца. Поэтому наша с вами задача, Сима, мы за развитие, но мы должны сделать так, чтобы именно наши граждане, вне зависимости от национальности, были хозяевами здесь. Они должны стать конкурентоспособными, они должны вырасти до того уровня, чтобы быть конкурентными. А потом уже потихонечку можно к этому вернуться, как это делают в ряде стран. Теперь пример Российской Федерации. Почему я говорю, что закон об апартаментах – это обход просто приобретения жилья иностранными гражданами? В России данные проекты, данные инициативы, они в публичном пространстве можете найти. Ряд дискуссий, есть даже попытка запретить, там идет лоббирование с одной стороны, с другой стороны. Почему? Российская Федерация видит, что на территории России начали строить апартаменты и продавать как квартиры. Это что давало девелоперам, как вы правильно сказали? Это давало им возможность обойти жилищное законодательство. И они строили апартаменты, раздавали ключи, а потом они подавали коллективный иск в суд. И это недвижимое имущество признавалось жильем, они там делали и прописки и так далее. Это я знаю и не понаслышке. А причину от Гора Миронович можете сказать? Дальше скажу. Потом, понимая все это, Россия пришла к тому, что надо запретить этот вид деятельности. В Абхазии то, что в России пытаются запретить или где-то уже запретили. Но пытаются, но не могут. Пока вы понимаете, если все-таки только попытки. Сима, если Минстрой России, Минстрой, официально заявляет, что это нужно запретить и не может внутри России, вы представьте себе наш государственный аппарат, насколько он слабый, если мы эти ворота один раз откроем, учитывая уровень коррупции, учитывая уровень несогласованности, учитывая уровень внутреннего раздрая и несогласованности, начнется полный бардак. Дальше. Инфраструктурные ограничения. Вы говорите 30 тысяч апартаментов. У нас люди полвесны, зиму и половина осени сидели без электричества. К чему вы будете подключать эти апартаменты? У нас ни в одном районе Абхазии от начала до конца не решен вопрос водоотведения и водоснабжения. У нас не решены вопросы транспортной инфраструктуры. Каким образом такой бум строительства вы будете обеспечить инфраструктурно? Эти вопросы не решены. То есть есть следующее. Подписан 12 ноября 2021 года, опять же тоже там кулуарно, план гармонизации законодательства. И, кстати, я бы хотел, чтобы мы, учитывая, что с Джансухой Эдуардовичем мы и много лет друга знаем, мы должны более честно говорить друг другу, Джансух Эдуардович. Ведь этот проект закона не наша с вами инициатива. Эта инициатива не наша с вами. Эта инициатива пришла под лоббированием определенных олигархических кругов из Российской Федерации.
Мне об этом ничего Это не совершенно верно, потому что вы неоднократно, я и вы вместе участвовали в разных комиссиях, в разных переговорах, везде этот вопрос поднимался. Далее, Сима... С поправочкой, Гурам, далее, вопрос жилья поднимался. Далее. Предлагается еще подписать соглашение о признании судебных решений Российской Федерации. То есть мы своим решением продаем апартаменты, коммерческая недвижимость, как здесь Джансух Эдуардович сказал. Завтра граждане России или там пойдут в суд города Москвы или другого города, коллективно признают это жильем, и мы будем обязаны исполнить это постановление российского суда. Почему? Потому что в нашем законодательстве, я говорю свое мнение, пожалуйста, не надо меня перебивать. В нашем законодательстве норма международного права выше нормы внутреннего законодательства. В отличие от российской, арбитражно-процессуальное законодательство, если вы поговорите со службой судебных исполнителей Республики Абхазия, с которой мы общаемся и общались, работая в правительстве, и поговорите о их проблемах, они не могут определенную часть судебных решений реализовать по объективным причинам. Если мы не можем даже должника за определенный государственный юстиции в этой аудитории прокомментировал это соглашение. Я сейчас не про соглашение, я говорю о том, что Абхазия не в состоянии ограничить даже выезд за территорию Абхазии граждан, которые имеют большие долги перед государством. О каком законодательстве вы говорите? Мы должны иметь в виду, кто дырнул щепыцах. И вот здесь Сима очень правильный вопрос задала. Я вам благодарен, Сима, за этот вопрос. Вы спросили Джансуха Эдуардовича, это девелоперы? Да, вы правильно сказали. Девелоперы – это люди, которые строят жилье и его продают. Их бизнес построить и продать. Вот то, что предлагается сегодня нашим правительством, нашей властью, это как раз развитие девелоперского бизнеса в Абхазии. Все, что там на совещаниях премьер-министр говорит о том, что там некий владелец пансионата будет доволен, если у них там возьмут в аренду на полгода, это туристический бизнес. Вот этот бизнес мы должны развивать, и это, опять же, мы должны развивать с учетом интересов наших граждан. Хочу отдельно подчеркнуть позитивную сторону этого вопроса, что я хочу подчеркнуть, что я думаю, что это вот стиль нового поколения обсуждать публично разные инициативы. Я думаю, что это ваша была инициатива, и это вот, знаете, как это в Советском Союзе любили все в закрытом формате, там ЦК решила и вперед. Сейчас то, что это публичное обсуждение проходит этих проектов, это хорошо, это плюс на самом деле. Теперь последний момент, который я хотел бы, значит, по поводу опыта сказать. Российская Федерация, Адгур Амирович совершенно верно говорит, как человек, часто бывающий в Российской Федерации, проживающий там, он знает эти моменты. Не чаще президента. Чаще меня, по крайней мере, поэтому суть в следующем. Мы в разных местах бываем. Но... Понятно, суть в следующем. Весь вал вот тех проблем, которые вы озвучили в Российской Федерации, происходят именно потому, что отсутствует законодательное регулирование данной сферы. Вы знаете, что в Российской Федерации отсутствует правовое определение апартаментов. Именно учитывая негативный опыт России, который сегодня позволяет гражданам, которые проживают, потому что там нет таких ограничений, как предполагаем мы в законе. То есть они находят лазейки? Они находят лазейки, в судебном порядке оспаривают статус этой недвижимости. Именно для того, чтобы избежать вот этого факта, мы предлагаем те, кто не смогли соглашение подписать по госдаче, давайте уходить не будем. Мы же конструктивно обсуждаем. В России возникли проблемы, потому что не было правительства, понятно, не увидели главного координата. Тема другой передачи. То же самое правительство. Это тема другой передачи. То, что на 30 тысяч для этого законопроект вынесен на публичное обсуждение. И, соответственно, вот это позволит нам избежать эти риски в будущем. Если поэтому мы оттуда право приобретать иностранными гражданами эти апартаменты,
Так. Это будет нормальный Как закон. ваше предложение? Это Хочу будет сразу нормальный ответить. закон. Это возможно. будет из апарт-отелей, где люди могут приезжать, там, заселяться Совершенно временно и От уезжать, Гурамира- который указан в самом проекте закона. Я уже говорю о других доходах, которые возникают при использовании этой собственности. Когда эти собственники завтрашние, не дай бог, будут сдавать в аренду своим соседям там в Подмосковье или кому-то, мы рубля здесь можно закройте эту брешь. можно, да, Зачем, действительно. если есть какая-то брешь, эту брешь не закрывать, а наоборот делать из нее водопады и целую Здесь, реку. Я даже два слова скажу, прошу прощения. Да? Здесь на самом деле что произойдет с экономической точки зрения? Так. Вот, Сима, вы про экономику спросили. И правильно задали вопрос. Потому что, опять же, если мы ставим во главу угла граждан Республики Абхазия, которые сегодня здесь, вне зависимости от национальности, проживают, как только мы примем этот закон, как только массово сюда хлынет крупный капитал извне, все те, кто сегодня является малым бизнесом, сдает свои комнатки, какие-то копейки зарабатывает, они все будут выброшены с рынка. Это миф от Гурамира. Потому Вы же что понимаете, они не смогут. Это миф. Нет, слушайте, есть пример Сочи. Целевая аудитория. Целевая будут- аудитория этих... Давайте мы друга не будем перебивать. Ну, это есть, миф. Есть пример Сочи, есть пример других Так. регионов. Местные вот предприниматели, они все будут выброшены за ареал предпринимательской деятельности, потому что они будут просто неконкурентоспособны. С того момента, как вот, допустим, в Сочи пошло массовое строительство, в том числе и апартаментов и так далее, все те, кто занимался малым бизнесом, они практически все разорены, потому что они не могут с ним конкурировать. Крупная сеть, она может опустить цены за счет прибыли каких-то там в других странах. Наш гражданин этого позволить себе не может. Наш гражданин не имеет доступа к кредитам с низкой процентной ставки. Наш гражданин, к сожалению, может быть, пока еще не имеет таких тоже там конкурентных компетенций. Плюс к этому, что еще произойдет, какой эффект будет очень плохой. Цены на землю, цены на недвижимость. Земля Цены на землю? продается в Абхазии. Слушайте, земля у нас в Абхазии, право пользования землей уступается за деньги. И вам это хорошо известно, как и всем жителям Законодательство это Абхазии. не предполагает. Законодательство это не предусмотрено, но это происходит по факту. Вот цены на недвижимость в Абхазии резко вырастут в О десятки какой раз. недвижимости вы говорите? О Жилое жилье помещение? говорю. О жилье. Можно прокомментировать и дальше, этот миф? Ну, дайте договорить, слушайте, мы сейчас Ну, друг друга просто вы перебиваем. У нас идете дальше, дискуссия а или здесь у нас есть... вот... И люди, аргумент. которые сегодня живут в деревне, у кого там 3 сына, 2 сына, один младший ребенок остается в деревне, второго ему надо устроить в институт, потом этот второй сын или третий сын должен жениться, должен приобрести недвижимость, должен развиваться. Как только мы это примем, у него и сегодня тяжело, у нас в съемного жилья, у нас проблемы с жильем социальным, да? Как только мы это примем, вообще шансов никаких не будет. Мы вернемся к тому периоду, вот советский период, когда вот наши с вами сограждане, абхазы, просто не могут себе позволить даже выехать в город. И там приобрести какой-то там себе маленький участок или квартиру для того, чтобы развиваться, расширяться. При таких условиях, о какой демографии мы будем говорить? Да, экономические показатели вырастут. Так. Но вырастут они не у наших граждан. Вырастут у тех, кто стоит за этими проектами. А государство не получит доход от и этого? коррумпированных чиновников, кто А там имеет к государство этому не отношение. получит доход? Вот очень хороший тезис. от Наши Гурамира. граждане не получат никаких доходов. Кавычках, Наших граждан хорошо. нет в этой модели. Во-первых, Есть. надо говорить открыто. Давайте мы будем прямо Давайте. говорить. Это же не один законопроект. Он идет вкупе. Там ряд инициатив вредоносных, Да, которые конкретнее можно связаны. какие Это возможно? решение о признании решений судов. Какое и отношение это прямое имеет? имеет А как они отношение. взаимосвязаны? Абсолютно не взаимосвязано. Ряд инициатив по продаже электроэнергетики и так далее. Это все идет в купе. Это все Ну, от Гурамира повестка Ивановича, если вы- иностранного крупного капитала. Если К сожалению, наша власть, наше правительство, кстати, действующий премьер-министр в свое время был категорически против всего этого. Я не знаю, что с ним произошло. И вот это все проводит сегодня наша абхазская власть. Вот это обидно, понимаете, Джансух Эдуардович?
Мы же с вами нет не другой глупые обиды. люди, мы прекрасно обиды. понимаем, как жизнь людей ухудшится. Они будут отодвинуты на второй, на третий план. Если крестьянин сегодня не может себе позволить приобрести жилье в Сухуми, 2500 очередников в городе Сухум. Это только в Сухуми. Проблему, которую мы предлагаем решить. Завтра, мы предлагаем если эту сегодня проблему на решать. новом районе квартира однокомнатная, допустим, там в прошлом году стоила 1–1,5 миллиона рублей, уже сегодня посмотрите объявление. Как только президент об этом сказал. Можно как я только закон этот прокомментирую? будет принят, это Сейчас закон по рынка. поводу. Закон рынка. Это закон рынка. Когда поднимается спрос на определенную категорию товаров, цены растут абсолютно везде. А целевая... Джансух Эдуардович хапсувал. Мы когда в дом заходим, говорим, апшман, шо и нухат. Мы когда будем в апарт-отель заходить, как вы говорите, там будет один хозяин, максимум 2 или 3 соучредителя. Но когда в апартаменты мы будем заходить, ключи, вот кто держит ключи, он апшма. Апшма это хозяин. Вот вы... Ибах Пархагу? Апшма, пусть он будет собственником. Где это нам мешает? Если он не претендует ни на какие политические 100 права. тысяч собственников в Абхазии нам опять не мешает, или 300 тысяч собственников нам не мешает. Мы предлагаем ограничить это количество 30 тысячами, которые будут распределены географически так, как выгодно нашему государству. Мы предлагаем и не говорим 100, 200, 300, 400 тысяч. 330 тысяч апартаментов, хотя очень сильно сомневаюсь, аппетит приходит во время еды, а особенно учитывая аппетит сегодняшней власти. Так. 30 тысяч апартаментов, Так. это минимум 60-70 тысяч человек. 60 тысяч, Да. правильно? Такой Минимум. расчет идет. Ну. Совершенно верно. Это 60 население нашей тысяч столицы. людей. Сейчас мы- Мой уважаемый Джансух Эдуардович, во-первых, там, что там нравилось, когда мы вместе работали, ну, мы об этом не комментировать не обижайтесь, будем. не обижайтесь. Вот, но то, что вы сейчас говорите, это предположения. Это факт. Будут, не будут. Когда Это человек факты. собственник жилья, Да. он имеет право. Вы в своем собственном доме тоже постоянно не проживаете. Вот сейчас вы находитесь в студии АГТРК. Завтра вы пойдете на работу. Послезавтра вы поедете в командировку. Никто не говорит, что эти люди купят апартаменты, закроются там и год будут там Зато сидеть. моя семья Они проживает собственники. круглосуточно в этом Собственники, понимаете? Они являются собственниками. Но у них Всё. нет права постоянного проживания. Гурам Миронович, Почему нет? потому закон им То не есть позволяет этого полгода делать. проживать это не постоянно? Полгода беспрерывно они могут проживать, пересекли границу на 5 То минут, есть вы вернулись, считаете- и еще полгода могут Вопрос. проживать. Вы считаете, что нам нужно усилить миграционное законодательство, сделать его еще более жестким? Нет, я сейчас не хочу в плоскости Не, ну миграционного это законодательства вопрос уходить. миграционной Я политики. хочу вам сказать, что нам на данном этапе экономического, в первую очередь, развития, здесь не нужно в Абхазии несколько сот тысяч собственников иностранных граждан. Еще раз повторяю, Это собственников помимо предполагается демографической, 30 тысяч всего. демографической Какую угрозу это опасности несет демографическому приведет балансу? к очень негативным экономическим последствиям. Гражданина Республики Абхазия в этой модели нет. Он косвенно, теоретически может когда-то устроиться там горничной или кем-то еще. Как президент на совещании говорил, таксисты в Сочи заработали 15 миллиардов рублей. Слушайте, эти таксисты, во-первых, кто эти таксисты? Если он желает нашему народу, чтобы вся Абхазия стала таксистами, и таксист это благородная профессия, это люди, которые трудятся днем и ночью, Так. но превращать, значит, этот бизнес развивать больше, чем остальные, нам нужно в Абхазии развивать, и вы это хорошо знаете, в производство. Согласен. Это очень важно. Согласен. Все остальное это потом уже. Вот, например, производство сегодня не развивается вовсе. Это динамика по увеличению экспорта А показывает. почему не Потому развивается? что Гурам Миронович, скажите, правительство пожалуйста. Абхазии сосредоточено не на поддержке экспорта, как это было 2014-2020 А удалось год. увеличить В производство? 3 раза увеличился экспорт, в том числе и с вашей помощью, Джансух Эдуардович. Так. За этот Мы период, уходим с от 2020 по 2023 год, импорт, то есть то, что мы покупаем из других стран, увеличился до 33 миллиардов рублей. Отрицательное сальдо увеличилось с 14 до 26 миллиардов рублей, Джансух Эдуардович. От того, что завтра здесь появится 100 или 200 тысяч
собственников, это не значит, что наши граждане будут зарабатывать. Просто импорт будет увеличиваться. Но социальная сфера не улучшится от этого, если от поступлений в бюджет. Вот я как гражданин хочу знать. улучшится. Да. Ну, Вы хотели я вот очень, ответить? во-первых, я очень рад, что у нас есть возможность публично обсудить проект закона. И те, кто имеет к этому отношение, что проект обсуждается, этим людям надо сказать спасибо. Местный бизнес, наш абхазский бизнес, который сформировался здесь в тяжелые послевоенные годы и ведет наше абхазское государство вперед, развивается, и наши местные бизнесмены достаточно конкурентоспособными становятся, ну, поэтапно. Они все вместе высказали свое мнение на встрече, которая состоялась в торгово-промышленной палате. Вас там не было, Адгурам Миронович. Я прочитал. Давайте мы не будем перебивать друг друга. Это Хорошо? неправда. Там были люди, которые были за. Ну, я читал новости, я общался с людьми, которые там Информация были. искажена. И все эти люди, Я с кем как я участник общался, там появилась новость, что бизнес против. Потом по инициативе президента состоялся круглый стол, совещание, партсобрание, я не понимаю, что за формат это был. Встреча в Агу Приехали, значит, кстати, Абхазский государственный университет высказался достаточно критично по этому проекту Абсолютно нет. закона. Они категорически заявляют, что нам закон нужен. Ну, зачем так дезинформировать население? Дальше. Скажите. Джансух Эдуардович, Да, давайте мы будем оставаться в рамках. конечно. Дальше. Если местный бизнес говорит нет, если граждане Абхазии говорят нет, если это не наша с вами инициатива, а это инициатива, которая пришла извне от олигархов, я очень буду надеяться на то, что то, о чем мы сегодня говорили, будет услышано в первую очередь теми людьми, которые принимают эти решения. Наши опасения, мои личные опасения, они, Джансух Эдуардович, вне зависимости или в зависимости от конъюнктуры политической или от президента, у которого я работаю, они не меняются. Я, будучи министром экономики, открыто на форуме говорил о том, что у нас есть исторически обоснованное опасение, что здесь, в Абхазии, нас будет 17%. Я говорил это, будучи министром. По поводу жилья. Я говорю все это до конца. Так. Сегодня и буду говорить завтра. Что нам надо делать? Нам нужно срочно отправить в отставку это правительство, руководство кабинета Это министров, уже политический лозунг. сформировать Не формат, нормальное передачи. правительство, подготовить программу, дорожную карту Понятно. по развитию, в первую очередь, производства, если о экономике говорить, поддержки наших граждан, и все вместе, вне зависимости от политических убеждений или там, предпочтений, все вместе взяться за работу, потому что проблемы, которые стоят перед нашим государством и обществом, они куда выше наших возможностей, даже совокупных. Вот. Поэтому я очень рассчитываю на то, что мы придем к нормальному диалогу, взаимопониманию, откажемся от антинародной повестки, не будем будоражить общество, как это было вчера на совещании у президента, где силовики позволили себе много лишнего. Еще раз, Адгурам Миронович, политический лозунг. Это не здесь политический. не к месту. Давайте уже Мы Мы обсуждаем выражаем Иван свою Иванович. точку зрения. Пожалуйста, не перебивайте, я очень много слушаю. Да, мы но выражаем свою точку зрения. И обозначили люди тему. ее будут выражать. Мы граждане Пожалуйста, Абхазии, это право мы людей. за это воевали, мы всегда Наши за это старшие боролись. воевали. Не мы с вами, Адгурам Миронович. Мы не воевали с вами. Старшие наши воевали. Джансух Эдуардович, я свое свидетельство о рождении читал. Мне не надо напоминать, кто воевал. Я хочу сказать, что то, за что мы боролись, Да. мы боролись за то, чтобы граждане независимой республики Абхазия Да. жили в благополучной стране. И к этой цели будет тяжело прийти. И мы можем к ней прийти. Если мы откажемся от угроз в адрес людей, которые звучат от силовиков, от
откажемся от одностороннего принятия решений. Как вот мы сегодня дискутируем, вот в таком формате мы Дискутировали, сейчас переходим к политическому. мы должны двигать нашу страну. Однобокое отношение к своей стране, Понятно. однобокое лоббирование интересов иностранных олигархов, это приведет нас всех, абхазский народ, вас, меня, моих родственников, Адгура ваших, Миранович, всех пожалуйста. нас приведет Понятно. к очень Понятно. большой беде. И очень будет обидно, что мы, граждане Абхазии, если это сделаем своими собственными руками. Гурий Вот чего я позвольте боюсь. мне хоть попрощаться, а эфирного что времени не касается осталось. бизнеса, развития, вы знаете, вы бывали за границей, я бывал за границей. Есть страны, Сима, где ты приезжаешь в 5-звездочный отель, или там 4-звездочный, неважно. Выходишь из этого отеля, и там ходят местные жители, счастливые, довольные, богатые. Есть страны, Я понимаю, Адгура которые, Миранович. не надо перебивать, Да. есть страны, которые Я вынуждена, заходишь в хороший к сожалению. отель, выходишь, там местные жители ходят в разного цвета тапочках, на пропитание не имеют. Та модель, которую выбрала сегодняшняя власть, это модель, которая предусматривает развитие территорий, развитие народа там не предусмотрено. Совершенно не согласен.